Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Весна – пора благоустройства, это, я думаю, знает каждый. Многие начинают ремонт в квартирах, приступают к уборке и стройкам на дачных участках. Не отстают от этих работ и города, и села, и поселки. Им на помощь в этом деле пришло всероссийское голосование по благоустройству общественных территорий. О том, как идет голосование в Якутии, какие объекты изменятся уже в ближайшие годы и как они повлияют на качество жизни жителей региона, мы сегодня поговорим с главным архитектором республики Любовью Попок. Любовь Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я вначале сказал, что идет масштабное всероссийское голосование с конца апреля, если не ошибаюсь. С начала апреля оно идет. Вот вы сами проголосовали за тот или иной объект? Если да, то за какой? Да, конечно. Я проголосовала сразу же в первый день старта голосования. Это было 15 марта. Проголосовала я за озеро Теплое, потому что этот объект, во-первых, расположен как раз в будущем старом городе 2, который также для него разрабатывается сейчас мастер-план. И это как старт реализации мастер-плана старого города 2 для меня. Это такой вот как бы маленькая капля в большом море будущего благоустройства. Любовь Александровна, давайте для начала напомним нашим зрителям, какие территории в Якутии вошли в вот этот список для голосования и до какого числа, самое главное, можно голосовать. Стартовало голосование всероссийское 15 марта, проходит оно до 30 апреля. В этом году у нас участвует 31 населенный пункт, всего 67 территорий. У многих населенных пунктов территории достигают даже до 10 числа, да, то есть предложенные населением. Но при этом я, конечно, не смогу их все перечислить, потому что на самом деле очень много территорий. И здесь обязательные участники у нас города, потому что они участвуют в обязательном порядке в конкурсе, обязательно участвуют во всероссийском конкурсе общественных пространств в малых городах, поэтому это как бы, самые обязательные участники. И, конечно, еще примкнули небольшие населенные пункты. Это на самом деле приветствуется, потому что как раз в рамках голосования, да, появляется возможность вовлечения граждан в участие в выборе территории конкретного населенного пункта. А как вот этот список, шорт-лист так называемых объектов, он формировался? Во-первых, это заявочная от населенного пункта. То есть сначала мы собираем, кто желает участвовать. Города, повторюсь, они обязательные участники у нас. И, соответственно, уже от численности населения определяется процент голосующих. И у нас по республике это 88 205 голосов. Уже на сегодняшний день? Это то, что нам установили. А на самом деле, исходя из последних данных, хоть у нас голосование еще не закончилось, мы уже набрали свыше 100 тысяч голосов. И это очень, на самом деле, меня радует, потому что в прошлом году было, по-моему, более 70 тысяч голосов. Да? Если каждый раз мы видим, что участники увеличиваются, то, соответственно, мы понимаем, что население все больше вовлекается в данную программу. Любовь Александровна, я хочу напомнить вам и нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Вот мы сказали, что 100 тысяч практически голосов, по крайней мере, на эту дату, на сегодняшний день. До какого числа еще можно отдать свой голос? До 30 апреля еще горожане, сельчане, они могут участвовать. И здесь на самом деле такой очень интересный момент, что хоть сейчас мы и достигли уже ту цифру, которая необходима, но мы не можем останавливаться, потому что сейчас идет борьба между жителями какого-то либо населенного пункта за ту территорию, которую бы хотели они проголосовать. И, соответственно, та территория, которая больше голосов наберет, она уже становится потенциальным участником конкурса на получение федеральных средств. Слушайте, а если получится так, что, допустим, в условной Нюрбе наберут два объекта, равное количество голосов, что появится?
Ну, на самом деле, два объекта могут участвовать в конкурсе. То есть тут как бы здесь, ограничений нет? да, конечно. Ну и чаще всего, конечно, так не происходит, но почему бы и нет? Я, насколько понимаю, вот эти объекты, за которые сейчас идет голосование, они же не только в крупных городах нашей республики, как Якутск, Мирный и Нерюнгри, но и даже в самых маленьких поселениях. Да, конечно. Стоит у нас обязательное требование — это население свыше 1000 населения. Да? Это как раз по формированию комфортной городской среде региональный проект. Есть у нас еще победители и участники всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В прошлом году, кстати, мы впервые участвовали, где как раз регионы, дальневосточные регионы были отделены, и у нас появилась дважды возможность получить средства. Это победители как раз ДФО, первые участники, они уже сейчас реализуют и в этом году должны завершить работы. И 5 победителей второго этапа, которые реализуют, ну, они могут реализовать как в этом году, но и есть возможность завершить работы в 2025 году. И как раз благодаря вот как раз отделению, немножко разделения дальневосточных, да, регионов позволило принимать участие не только малым городам, но и поселениям свыше 5000 населения. Это на самом деле очень здорово, потому что у нас расширилась география, да, участников в конкурсе. А какой самый дальний объект нашей республики благодаря такому конкурсу получил те или иные уже общественные пространства? Ну, например, в этом году у нас реализуется оленек. Это Арктика. Да, у Арктики есть тоже такая возможность. В прошлом году это участник был поселок Тикси. Ну, то есть у нас и Арктика, получается, не остается без внимания. Конечно. Но мы к арктической теме вернемся чуть позже, есть большой блок вопросов. Вот хочу еще уточнить, эти объекты, они подлежат благоустройству в 2025 году. Да. А вот какие территории в наших городах и селах будут уже в этом году, так скажем, благоустроены? Я же, насколько понимаю, это голосование не первый год идет. Конечно, ежегодно проходит голосование, и здесь нужно разделить. У нас есть участники комфортной городской среды, это региональный проект. Это 21 населенный пункт, 21 общественное пространство, которое будет реализовано в этом году. География большая тоже, потому что большие достаточно объекты. В том числе я сказала, что это вот оленек, например, в этом году реализуется. И победители всероссийского конкурса — это 10 населенных пунктов, как раз которые в этом году могут завершить работы. Это участники первого этапа. И победители, 5 участников, это которые отдельно уже могут завершить работы в 2025 году. Но вот последние участники — это, например, Нерюнгри, Мирный, Майя, и Среднеколымск и Вилюйск. Ну, Среднеколымск, конечно, тоже радует. Это Да, же конечно. все-таки наш северо-восток, очень хочется, чтобы там появлялись современные объекты. Это вот как раз та возможность, которая появилась благодаря вот новому введению, где они отделили дальневосточные регионы. То есть на самом деле, когда ранее всероссийский конкурс был, к сожалению, возможность была только у малых городов и городов с историческими, да, исторические поселения. А здесь как раз, когда президент Российской Федерации начал смотреть о том, что необходимо развивать Дальний Восток, здесь как раз и возникла проблема, что на самом деле территории большие, а численность населения небольшая. И вот как раз здесь были изменения как раз в конкурсе. Любовь Александровна, ну, одно дело отстроить объекты, выиграть конкурсы и, ну, я думаю, долгое время наслаждаться классными новыми инфраструктурными объектами в городе. Другое дело их сохранить в том виде, вот, в котором они были построены изначально хотя бы, и самое главное — донести их до потомков. Вот, допустим, в Ленске недавно появились теплые остановки. Их уже, к сожалению, вандалы подпортили. Читала. Кто следит за тем, чтобы эти объекты, вот, которые вводятся по тем или иным программам, они сохранялись бы в первозданном хотя бы виде? Ну, во-первых, все общественные пространства, да, это территории, которые как раз эксплуатируются и подлежат содержанию именно муниципальными образованиями в первую очередь. И как раз вот в этом направлении мы действительно тоже... Вообще вопрос хороший, потому что, к сожалению, есть практика такая, что строятся объекты, но, к сожалению, буквально через 2 года мы видим само состояние этих объектов в нехорошем виде.
И здесь управлением архитектуры, да, как раз и стал вопрос о том, что нужно готовить муниципальное образование к тому, что необходимо, как эксплуатировать эти объекты. И мы даже проводили обучение, мы вывозили наши муниципалитеты в другие регионы и показывали практику других регионов, то есть как содержать. Потому что тут вопрос даже не только содержания, но еще социокультурного наполнения, потому что пространства не должны оставаться пустыми, а задача именно, чтобы человек такой провел сценарий, да, то есть какой-то определенный период времени задержать человека на этом объекте, это как раз ответственность по социокультурному наполнению, чему мы сейчас тоже обучаем муниципальное образование. Ну, надеюсь, есть уже хорошие опыты. Вот, например, в Нерюнгри мы в прошлом году осенью возили, значит, приезжал заместитель главы, и он с собой привез как раз директора парка. И после этой поездки, например, у парка Нерюнгри появился свой брейдинг. То есть, и, соответственно, понятие само социально-культурного наполнения у них идет четкое. У них появились, он объединил сообщество по, значит, спортивной... Ходьбе? Не спортивная ходьба, если правильно называется, как вот с палочками, которые... Ходьба. Скандинавская ходьба, спасибо большое. Вот. И как раз вот он объединил, и парк сейчас насыщен вот таким интересным сообществом. То есть это очень важно. А предприниматели заходят в новый объект? Конечно, да. И на самом деле как раз бизнес — это такой большой процент того, что положительный эффект дает по эксплуатации таких и содержанию таких объектов. И очень здорово иногда, когда в объектах появляются какие-то многофункциональные теплые кафе, где действительно человек может, особенно в наших условиях, да, зимних, остановиться, попить кофе, либо даже перекусить. Любовь Александровна, давайте поговорим еще об одной масштабной большой стройке в самом центре нашей, в сердце, не побоюсь сказать, нашей республики. Это площадь Ленина, сейчас идет активная реконструкция ее. Вот недавно проезжал мимо, подглядывал буквально через забор, установили сваи. Что там появится на месте вот старой нашей всем знакомой площади Ленина? Да, достаточно объект масштабный, потому что мы немножко попытались приоткрыть занавес, да, и в рамках как раз ограждения объекта людям немножко показать, что же там будет. Да. И если посмотреть на те рендеры, которые там размещены, то можно увидеть, например, фонтан, можно увидеть амфитеатр немножко, да, увидеть СРГ. Но повторюсь, что регион достаточно у нас большой, география большая, соответственно, требования к строительным конструкциям совсем другая. Город Якутск находится на вечной мерзлоте, и, соответственно, требования по таким объектам, казалось бы, что там фонтан, да? Но на самом деле для того, чтобы он функционировал, необходимо обязательно предусмотреть сваи. То есть он находится на сваях. Конечно, вы не увидите чашу как стандартно, да? Это будет сухой фонтан, то есть всю конструкцию мы будем прятать под покрытие. И, соответственно, вода будет бить из покрытия. Это вот как в центральных городах, вот это развлечение с фонтаном. Надеюсь, что технически у нас все получится, и объект будет достаточно красивый. Не буду рассказывать на самом деле. Я знаю, что всегда задают вопрос, а что же там будет? На самом деле мне очень хочется, чтобы этот объект для горожан города Якутска и гостей все-таки стал сюрпризом. То есть это такой, к октябрю мы получим такой полноценный подарок. Надеюсь, не только к октябрю. В октябре, на самом деле, это заканчивается наш контракт. Да. Но туда всегда входит обязательно запуск, документы, поэтому мы, конечно, поставили октябрь месяц. Но максимально, я хочу уверить всех горожан, мы максимально стараемся работать по графику. У нас очень хорошая компания попалась, да, наш подрядчик СТ. Местная? Да, это местная организация, местный подрядчик, который работает очень активно, и, поверьте мне, они прям переживают за этот объект, потому что на самом деле объект регионального значения, это самая главная площадь нашего региона, и мы все заинтересованы, чтобы объект был качественно выполнен. А кто разрабатывал проект? Он же очень, вот те рендеры, которые я, допустим, видел, они же очень немножко, кажется, футуристичными даже. Как-то они мне, может, я ничего не понимаю в архитектуре, но они как будто немножко футуристично отличаются от всего того окружения, которое вокруг площади.
Мгм. Ну, разработчик у нас Якут-проект. Это как раз вот один из победителей конкурса. На площадь Ленина был большой конкурс, на самом деле, международный. И Якут-проект является одним из победителей. И они разрабатывали как раз проект. Ну, отличие у данного проекта просто это как раз когда объект хотят отобразить, ну, наверное, какую-то культуру и традиции, национальность нашей республики, да, но при этом это все закрыть за занавесом современных подходов. Ну, вот они, те самые Сергеи, о которых мы говорили, и вот Да. тот самый Вроде бы как и не совсем СРГ, но все же. Но тем не менее, интригу вы сохраняете, хорошо. А что насчет озеленения? Все-таки такой островок в центре города, мне кажется, не может обойтись без деревьев. Мгм. То Ну, есть завозить будем? В первую очередь, нет, во первую очередь мы, конечно, сохраняем ту растительность, которая на сегодня есть. На самом деле вокруг этой растительности очень много споров, потому Тальник. что, ну да, вроде бы казалось, тальник, да, но на самом деле тальник несет очень важную функцию, да. Поверьте мне, человеку, который не жил в вечной мерзлоте, первый мой приезд в город Якутск, конечно, было такое возмущение, ну что же за тальник, да, ну почему нельзя вырубить его и посадить там березы, да. Но более глубоко, когда я изучила все подходы, да, то тальник, он в первую очередь забирает влагу, которая проблема в Якутске достаточно большая. Вот. Во-вторых, все-таки эти деревья были посажены, кустарники, в свое время. И здесь, скорее всего, мы хотим подойти к нему аккуратно. То есть мы хотим просто обрезать, придать какую-то форму. И, может быть, тот стальник, который казался бы просто кустарником, да, может быть, как мне, например, через некоторое время показался оливковым деревом. Да. Ну и, соответственно, конечно, у нас будут газоны, у нас будут однолетние цветы постоянно, да, обновляться. Подсадка деревьев будет. И хочу заверить как бы граждан, что на самом деле, если вы увидите обрезку деревьев, то, пожалуйста, не переживайте, то мы собираемся обрезать только старые, да, очень больные деревья и, соответственно, будем заменять подсадкой. Поэтому... Ну и тем более у города появился в этом году профессиональный садовник, не побоюсь этого слова. Да, Это будет да. большое подспорье для архитекторов в том числе. Любовь Александровна, давайте еще поговорим о том, что в этом году у нас все-таки состоится большой спортивный праздник. Это Игры Дети Азии. Что еще у нас планируется обновиться в городе к предстоящим играм? Как минимум, я знаю, что это набережная возле Триумфа. Да, у нас 3 объекта на самом деле по как раз казначейскому кредиту в рамках реализации мастер-плана и как раз в преддверии Дети Азии. Первый объект — это как раз площадь Ленина, про которую я рассказала, и 2 объекта — это набережная Романа Дмитриева и набережная озера Сайсары. В этом году они завершаются, эти объекты уже к ним приступили к работе, и сейчас пока по объектам идут берегоукрепительные работы, закупаются материалы, и надеюсь, что, ну, по крайней мере, озеро Сайсары на сегодня мы планируем, где Триумф, завершить работы к Детям Азии. Набережная Романа Дмитриева у нас по графику идет, город Якутск пока отрабатывает по план-графику строительному, там тоже к Детям Азии будет готово. Единственное, что набережное озера Сайсары достаточно очень объемный объект. Дети Азии у нас уже в конце июня начинаются, поэтому, скорее всего, процесс следующих этапов он будет уже в течение лета. Ну, насколько я понимаю, сам проект благоустройства набережного озера Сайсара, он же очень многоуровневый, если так можно сказать, очень сложный. Что там появится? Ну, во-первых, это велодорожка и тротуарная дорожка совмещенная, это чтобы могли люди как и гулять, так и ездить. И достаточно там маршрут большой, поэтому это необходимо. Для спортсменов он более такой спортивный, наверное. Плюс там же есть зона еще у нас сквера матери и ребенка, да, как раз, где более уже он будет такой для отдыха, для детей, там разместится детское оборудование, а возле Триумфа разместятся объекты спортивные, где необходимо уже, ну, действительно можно заняться спортом. Прогулочная зона, плюс еще у нас будут террасы, на которых можно просто посидеть и посмотреть на воду. Ну, такой практически европейский современный вид она обретет. Да, да. Хочу поговорить про мастер-план. Вы так вскользь затронули эту тему, что вот эти вот объекты благоустройства идут в рамках мастер-плана. У нас 2 больших города обрели свой мастер-план, Якутск и Нерюнгри. Вот почему этот документ в сегодняшние дни так важен? О нем много говорят на разных уровнях.
Да, конечно, очень много споров вокруг этого документа было, потому что сначала его пытались увязать с градостроительной документацией, это генеральными планами. Казалось бы, что зачем еще раз разрабатывать мастер-план, когда есть уже документы терпланирования. Споров было много. Но мастер-план, он вообще многоуровневый такой. Во-первых, действительно, да, это документ стратегический, который опирается на документы территориального планирования, то есть на генпланы и на развитие города. Плюс это пространственное развитие. В этом документе мы можем увидеть облик изменений, который произойдет в том или ином населенном пункте, пусть даже это город Якутск. Да? И, конечно же, экономическая составляющая. То есть он более такой четкий, и мне даже кажется, понятный для населения будет, потому что там будет понятно, в какие года у нас реализуются ключевые объекты, определяются, да, через какие средства, инвестиции, либо это собственные региональные средства. То есть четкий такой план реализации изменения городов, сел и поселков. А чем он от генплана тогда отличается? Ну, во-первых, генплан — это документ территориального планирования, где только отображаются объекты местного, либо регионального, либо федерального значения. Плюс туда еще есть правила землепользования и застройки, это которые определяют вид разрешенного использования, то есть что можно размещать на земле. Да? То есть это либо индивидуальная жилищная застройка, либо это многоквартирные жилые дома, либо это общественные какие-то объекты. Вот. И как бы ранее к нему приходил план реализации, где обозначены были объекты, которые нужно реализовать. Ну а мастер-план — это совсем другое. Мы разрабатываем мастер-планы, как раз мы уже меняем документы терпланирования. И сейчас на уровне Министерства строительства Российской Федерации ведется даже уже не разговор, принимаются решения о том, что необходимо уже этот документ внедрить в градостроительный кодекс Российской Федерации. Мастер-планирование? Конечно. Прямо так сразу. То есть, получается, генплан — это такая инструкция городу, да? Если грубо говоря. Это для градостроителей, да, более инструкция для муниципального образования, в том числе для застройщика, который открыто может увидеть, прийти, ну как инвестор, да, я прихожу, я хочу увидеть, вот я вижу всю территорию и понимаю, где я могу размещать объекты. Вот если с Якутском еще более-менее понятно с мастер-планом и его список объектов, если владеть информацией, что появится в Нерюнгри, как мастер-план повлияет на жителей нашей угольной столицы? Ну, во-первых, я, наверное, больше скажу именно по благоустройству, да. И вообще объекты общественных пространств — это как раз быстрые победы. То есть это то, что человек видит сразу и быстро. И поэтому здесь как раз вот в рамках мастер-плана у нас в этом году, то, что я говорила, это победитель ДФО, реализовываться будет парк. Плюс формирование комфортной городской среды. В этом году Нерюнгри также участвует со сквером своим, да, тоже реализовывается. Это тот эффект, который человек видит сразу, потому что все-таки другие работы, другие ключевые объекты связаны с капитальным строительством, когда это речь идет о переселении, либо это о строительстве социальных объектов. Здесь человеку необходимо дождаться уже того времени, когда все-таки объект построится. Поэтому мы это называем быстрыми победами. Ну, так оно и есть, мне кажется, на самом деле. Любовь Александровна, бытует такое мнение, что город приукрашивают, ну, преимущественно в центре. Допустим, ну, у нас в Якутске все архитектурные формы, многие считают, появляются исключительно у нас вот на центральных, на Ленина, Орджоникидзе и так далее. А как у нас с окраинами дела? Они тоже заходят? Нет, конечно. Во-первых, смотрите, сейчас есть такой инструмент, как комплексное развитие территории, КРТ, да. Что он позволяет, когда идет реализация, развитие города и строительство жилых кварталов, он позволяет более комплексно, расширенно рассмотреть на территорию. И там уже появляются общественные пространства, какие-то спортивные, социальные объекты. То есть в комплексе мы развиваем территорию. Если мы говорим уже о существующих кварталах, то они также могут участвовать в нашей комфортной городской среде, да, это как по 1000 дворам. Сейчас эта программа называется «Дальневосточные дворы».
когда многоквартирные жилые дома хотят благоустроить свою территорию. И здесь они также обращаются, могут участвовать в конкурсе, попасть в перечень муниципального образования в программу и получить федеральные средства для реализации. Ну, я думаю, в новых кварталах, которые, допустим, у нас звездные, спортивные, в ближайшее время появятся, там тоже появятся инициативные жильцы, которые захотят что-то еще добавить даже в новые Да, агломерации. конечно. Давайте проговорим все-таки про Арктику. Туда заходит архитектура активно, допустим, насколько я знаю, Тиксинайба готовится совершенствование вот этого вот нашего северных ворот. Как продвигается благоустройство арктической территории? Ну, во-первых, это участие в комфортной городской среде, то, что я говорила, они победители у нас, вот, например, Оленек, да, который в этом году реализовывается. Что касается Тиксинайба, это как раз вот то поручение президента Российской Федерации, где у нас были определены опорные населенные пункты, и для них реализация как раз разработка мастер-планов. На самом деле мы очень рады, потому что ведь населенные пункты достаточно маленькие, удалены. Иногда кажется, что заброшены. И вот у них появляется такая возможность через мастер-планы более изменять свою жизнь. Потому что все-таки изменение города меняет и жизнь человека. И здесь как раз вот в этом году значит, урбанистика города Иркутска, да, лаборатория сибирской урбанистики, да, они как раз являются разработчиками мастер-плана, где как раз мы завершаем где-то в начале июля работы. Уже проходили страцессии, институт уже выезжал, отрабатывал с вовлечением граждан. Кстати, в конце этой недели опять приезжает институт и также выезжает туда на работу с поселением, потому что еще один момент, мастер-план — это не только стратегический документ, который отображает пространственное развитие и экономику, но это еще документ, который в обязательном порядке вовлекает население. Потому что прежде чем мы в рамках анализа работ обязательное требование — это участие населения, то есть опрос, работа с сообществами, работа с бизнесом. То есть в этот момент гражданин может повлиять вообще на жизнь своего населенного пункта. А в Арктике сложнее разрабатывать мастер-планы, чем в Якутске? Конечно, специфика совсем другая. Вот, например, в Тиксе специфика — это ветра. Соответственно, нашим разработчикам мы, например, поставили такую задачу, что они должны нам предложить такие непростые решения, совершенно другие, в части благоустройства. Потому что там ветрено, мы, наверное, все видели, насколько много видео, что там происходит, да, поэтому здесь необходимо и подходы к социальным объектам совсем другие, да, и цветовые решения должны быть другие. И здесь, конечно, задача очень сложная. Цветовые решения? Конечно. Как подбирают цветовые решения для современного города? На самом деле, это одно из основ. Ладно, для арктического города. Нет, на самом деле, вот, например, была такая практика в одном из городов Арктики, как раз вот где ветрено, возможно, даже Тикси, не буду точно обманывать, да, но как раз в ветреную погоду, когда метель, человеку, там же типичная застройка была, да, поэтому человеку очень сложно найти свой дом. Да. И именно цветовыми решениями, возможно, световые даже решения, да, может помочь человеку найти дом. То есть такая навигация. Ну и плюс, когда очень долгое время нет солнца, все-таки это как-то вносит акцент. Конечно, вот конечно. почему в Норильске все дома, допустим, выкрашены в ядовитые ядерные цвета. Понятно, но все-таки, надеюсь, в Тиксе это будет не так ядовито. Любовь Александровна, давайте в завершении поговорим о приятном. В декабре я знаю, что пройдет очередная премия архитектуры ЕГЭ. Что готовится для участников и гостей? Да, действительно, мы сейчас готовимся к этому мероприятию. Старт мы уже объявили на декаде архитектуры и дизайна. Хотим, как всегда, отметить реализованные объекты, потому что все-таки иногда мы мало говорим о том, что делается в республике. И кто стоит за этим на самом деле, потому что за ним стоят и архитекторы, дизайнеры,
строители, подрядчики и даже иногда сами жители. Да? И здесь как раз будут, мы надеемся, на самом деле номинаций очень много, это как от жилых объектов до социальных и дизайнерских решений, до общественных пространств. Вот, например, прошлое ЕГЭ, которое было в 2022 году, даже была номинирована премия по комплексному подходу муниципальных образований к своей территории. И были победители, получили деньги в размере 10 миллионов. И эти 10 миллионов они реализовали на общественное пространство, которое новое появилось. Это вот как раз в селе Бердикистян. То есть победители, участники, те, кто включены в этот список номинантов, они по итогам получают деньги на следующий проект? Ну, это отдельная премия, которая номинирована, да. А как раз другие номинации, это позволяет им как раз получить ту заслуженную награду, которую определяет престижность. Мы считаем, что это награда престижная, которая может показывать, что подрядчик действительно выполнил свою работу качественно, либо архитектор. Ну, она, я думаю, показывает, потому что один из номинатов и победителей премии прошлых лет, если не ошибаюсь, первой премии, это парк возле Покровска, Нарада. Да, вот он, по-моему, полностью оправдывает свое звание. Конечно. А какие еще проекты вы бы отметили? Ну, хотя бы один. Нет, просто на самом деле проектов очень много, да, и они все очень интересные в своей степени, да, потому что кто-то отображает как раз национальный колорит, да, кто-то вообще природу даже отображает, свою специфику, да, но я думаю, что мы все-таки это оставим до премии. Ну, хорошо, тогда мы будем с нетерпением ждать и объявления номинантов, и, конечно же, результатов самой премии. Любовь Александровна, я благодарю вас за интересный диалог. Уверен, что архитектура у нас развивается, и жители в ближайшие годы увидят новые интересные архитектурные решения. Спасибо. Да, вам тоже спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.